Я Рамиля Саитова, Аксарлак, башкорт из рода Бурзян. Сегодня 10 мая 2023 года. Я продолжаю оппонировать проекту нашего политического иммигранта Руслана Габасова. Проект называется «Независимый свободный Башкортостан». Многим известно, что значительная часть проекта была заложена нашим же башкортским политиком Айратом Дильмухаметовым, который сейчас является политическим заключенным. В какой части проект изменен, я оставляю за пределами этой дискуссии. Позавчера я указала на то, что цель проекта создания башкирской политической нации является ложной, поскольку не учитывает интересы башкортов. Свое мнение я обосновала экскурсом в историю. 4000 лет назад правитель Шумер Шульги создал институт государственного рабства, который сейчас нам известен как крепостничество. И мужчин-рабов крепостных он назвал урусами, а женщин-рабынь крепостных он назвал неме. Урусы сейчас переводятся башкортами как русские, неме переводится как вещь. В любой империи, в любом многонациональном государстве крепостные, рабы, либо бывшие крепостные составляют большинство. В отличие от урусов, башкорты являются перворожденными, вотчинниками, земельными аристократами. Если мы уравниваем в правах рабов и аристократов, то мы не получаем нацию аристократов, мы получаем нацию рабов. Так, целью независимого Башкортостана может быть только свободное развитие башкортского народа, поскольку Башкортостан будет оставаться многонациональным. А уже исходя из этой цели определяется форма государственного устройства. В настоящее время широким массам известно две формы государственного устройства. Первая – это деспотия, которая выражается как, например, царствование генерального секретаря коммунистической партии или абсолютного монарха, или даже тирания может быть прикрыта должностью президента. Вторая из распространенных форм государственного устройства – это либеральная демократия как власть большинства. Я бы назвала ее деспотией большинства над меньшинством. Но поскольку она нас возвращает к башкирской политической нации, то она для нас также неприемлема. Но есть основательно забытый третий путь – это аристократическая форма государственного устройства. Башкорты являются земельными аристократами. Следовательно, в Башкортостане власть должна быть родовой, коллективной властью башкортов-вотчинников. В истории воспета именно аристократическая форма правления. Вспомним 12 рыцарей круглого стола короля Артура. 12 – это количество родов, рыцари – это перворожденные. А само слово «круг» происходит от башкортского «кор». «Кор» – это совет равных, который всегда имеет место в кругу. Да и само слово «королевство» происходит от башкортского «курултай». Курултай – это совет старейшин, родовых патриархов. Вспомним легендарный аристократический институт пэров. Пэров Англии, Франции. Пэр – это бэр. Бэр – это первый перворожденный. Англией до сих пор правят пэры. Кто-то может здесь напомнить мне легендарную древнюю Грецию и демократический город-государство Афины. Но являющийся безусловным авторитетом философ Платон безжалостно критиковал демократию как власть черни, власть толпы. Итак, любая либеральная демократия, любая власть большинства деградирует к власти урусов, то есть крепостных, и даже к их тирании над оставшейся частью населения. Курултаю, как исторически сложившейся форме управления обществом башкортов, обязательно соответствует Йеин.
ИИН – это Народное собрание башкортов. Он может поставить на разрешение любой государственный или местный вопрос. ИИН также имеет право одобрить либо отклонить, наложить вето на любое значимое решение Курултая. Итак, целью независимого Башкортостана является свободное развитие башкортского народа, а формой государственного управления является аристократическое. Два главных государственных органа – это Курултай и ИИН.